Так, кеттик, ассаламу алейкум, барларға, приветствую всех. Так, жители города Бишкек, сегодня хочу поделиться с вами одним неприятным фактом. Это факт, который уже это проблема, одна проблема, которая назревает уже давно и с которой сейчас столкнулись сотрудники Тазалыка. Так, буквально немножко истории. Вы знаете, есть такое понятие норма накопления. Норма накопления это объем мусора, который человек в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает. Она во всех странах разная. Это советская норма 1,2 куба в год был, когда еще не было пакетов. В некоторых странах она до 5 кубов, примерно 5 кубов в год человек вырабатывает мусора в процессе своей жизнедеятельности. И вот, как сотрудники Тазалыка считают все это? С частными домами все понятно. Частный дом, есть место, где хранить мусор. Он хранит мусор, гражданин, в неделю 1 либо 2 раза по графику. Тазалык обязан вывозить этот мусор. Но с квартирами обстоит, кто живет в квартирах, они меня поймут, дело обстоит совсем по-другому, потому что хранить мусор в квартире это невозможно, поэтому нужны контейнерные площадки. Контейнерные площадки, которые вот видите в городе расположены, то есть человек должен, согласно и правилам благоустройства, иметь доступ к контейнерной площадке. Спустился, ежедневно выбросил этот мусор в контейнерную площадку. По контейнерным площадкам очень много комментариев, очень много предложений. Я сам смотрю, как в других странах это все. Там много пишут, почему они развернуты лицом к дороге, почему их не хватает, почему их мало, почему переполнены. Я отдельный блог потом делать. Сегодня проблема в другом. Контейнерных площадок, кстати, тоже не хватает. Итак, следующая проблема, с которой мы сталкиваемся. Как сотрудники Тазалыка считают, я видео начало в машине снимаю, чтобы тише было, сейчас выйду и продолжу, наглядно покажу. Как сотрудники Тазалыка считают все это норму накопления. Итак, дом, к примеру. Вот дом стоит, к примеру говорю, сотрудники Тазалыка знают, у нас есть база, что в этом доме проживает 2000 человек, берем квадрат, 2000 человек, умножаем на норму накопления и устанавливаем контейнерную площадку. Контейнерная площадка, там 2, 3, 5 баков, и эти контейнерные площадки знаем, что, например, там 2000 человек заполнят его за сутки, и значит, каждые сутки нужно вывозить этот мусор. Это все в идеале. Это все так должно быть, все в идеале. Но есть большая проблема по контейнерным площадкам. Давайте сразу скажу, что никому не нравится, когда около его дома или под окнами у него имеется контейнерная площадка. Так, и вот с какой проблемой столкнулись сотрудники Тазалыка. Давайте так. Мы находимся сейчас в Сыдыково, Токолок Молдо, это задняя сторона каравана. Случайно выбрал. Практически всех стройкомпаний касается. Те стройкомпании, которые попадут сейчас на видео, не принимайте близко к сердцу. Но, смотрите. Сыдыково, Токолок Молдо. Стройка века. И вот раньше было так. Если я не ошибаюсь, вон тот дом первый. Вон первый дом. Сотрудники Тазалыка, вон тот дом знают, что по базе, я примеру говорю, 2000 человек, на 2000 человек мы установили контейнерную площадку, кто знает, не доходя до магазина Дёмы. Теперь представьте себе, второй дом, третий дом, четвертый дом, вот эти два красавца скоро в эксплуатацию будут, заселятся. И здесь возникает проблема. Мусорная площадка не выдерживает всей нагрузки со всех этих домов. Вот представляете, это как равносильно, дом, да? Вот он будет дом, 12 этажей, пускай там по 4 подъезда, как минимум 2000 человек будет там жить. Вы представляете, 2000 человек прийти вот так в центре города, вот тебе поставили. А куда он будет вывозить мусор? Жители, куда будет? Вот это проблема большая. Вы знаете, ни одна стройкомпания, я не видел, что все стройкомпании в буклетах, посмотришь, в программах говорят собственный паркинг, собственная там детская площадка, собственная больница там или видеокамеры, все условия, но никто не говорит собственная мусорная площадка. В других странах по-другому. Вот в эксплуатации согласовывается с МП Тазалык.
или там комбинат благоустройства, кто у них, даже российский метод, потому что здание это согласовывает, когда там с ГАИ, парковка есть, нет, с пожарниками, там, если у него запасной выход или нету, с другими, с экотехинспекцией и тому подобное, со всеми организациями. Но никого не интересует мусорные площадки. И это сейчас назревающая проблема. Уже она проблема. Мусорные площадки не выдерживают. Они рассчитаны на один дом. Но носят... Вот представляете, здесь что будет? Я опять говорю, близко к сердцу не принимайте, я просто случайно заехал в караван, и поэтому жду человека. Вот посмотрите, куда все эти объекты, куда будут выносить мусор. Поэтому обращаюсь ко всем стройкомпаниям. Лишь малая часть из вас только заботится. Некоторые поставили сортировки, я видел, либо подземные. Конечно, сейчас в ближайшее время мы обратимся с инициативой. Кстати, не моя, я плагиатом не буду заниматься. Это идея мэра была, чтобы согласовывали с МП Тазалык. То есть согласование с МП Тазалык. Первый вопрос, который бы я поставил бы как директор: куда твои 2000 человек, куда будет вывозить мусор? Никого это не интересует. Более того, многие берут контейнерные площадки, демонтируют и на его месте строят там какие-то хозобъекты. Яркий тому пример — это Ортасайский базар, 7 я делал. Поэтому, друзья, вот такая проблема. Хочу, чтобы вы тоже написали в комментариях. Комментарии все читаю. Простите, что не отвечаю, но просто объем большой, слишком большой. Напишите, как вы думаете, что делать. Правильно ли будет, чтобы согласование было при строительстве объекта? Есть выходы. Либо подземно пускай ставит мусорку, либо отводит место для этого. Но не рассчитан. Некуда. Просто некуда ставить. Тазалык сенен басталат.